3 марта во Дворце спорта 50 лет Победы стартовал чемпионат республики по боксу памяти заслуженного тренера РСФСР Арсена Петрова. Одной из главных задач соревнования являлся отбор спортсменов для участия в 6-х спортивных играх народов Республики Саха-Якутия. Из каждой весовой категории отбирались по 8 лучших участников. Всего же на данном турнире на ринг вышло более 100 спортсменов. Сам чемпионат получился крайне интересным, и этому послужили несколько факторов. В последнее время правила соревнований поменялись в боксе. Да. Вначале сделали формулу боя 3 по 3, как раньше. Сейчас с этого года, с конца того года сняли шлема. Поэтому я вот еще раз повторюсь, что бокс становится намного зрелищнее, но обретает то лицо, которое раньше было. Если сейчас еще перчатки поменяют, еще более жестче сделают, то тогда бокс будет еще красивее. Да. Прошел очень напряженное соревнование. А так даже из-за как спартакиадные правилам, поэтому первые дни соревнований уже попали лидеры на первые номера республики, поэтому в некоторых боях там сразу первые дни не получили путевки они. Потому что я считал, что где-то 6 боксеров могли бы провести, сильных боксеров могли бы попасть, завоевать путевку, но у них не получилось. Получилось как лотерея. Это, как говорится, спартакиадные соревнования, командные соревнования, поэтому так получилось. С 3 по 7 марта в спортивном комплексе «Модун» проходило личное первенство и чемпионат республики по гиревому спорту, которые также являлись квалификационными соревнованиями к 6-м спортивным играм народов Республики Саха-Якутия. Попробовать свои силы на данных соревнованиях приехало около 250 спортсменов, которые представляли 26 районов нашего края. На протяжении 4 дней лучшие гиревики республики оспаривали звание сильнейшего в своих весовых категориях. Традиционно на высоком уровне выступили спортсмены, представляющие Мегино-Кангаласский, Чурапчинский и Верхневилюйский районы. 8 и 9 марта на площадке Дворца спорта 50 лет Победы в рамках 19-го тура Высшей лиги России «Наша Заря» принимала мини-футбольный клуб «Ямал» из Нового Уренгоя. В первом матче тура, несмотря на все старания, подопечные Олега Марченко потерпели поражение со счетом 1-4. Голами отличились Сенатов, Истомин, Банных, Волошин и Волынюк. Второй матч этого тура также оказался не очень удачным для «Зари». Проигрывая со счетом 4-2, команда гостей показывает свой опыт и мастерство, вырвав победу со счетом 4-7. После этого тура наша команда с результатом 41 очко располагается на 6-м месте турнирной таблицы. 9 марта в Центре спортивной подготовки «Триумф» прошел международный турнир по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта и тренера Советского Союза Романа Дмитриева. Стоит отметить, что ежегодно растет не только количество участников данного соревнования, но и их уровень. В этом году на маты вышло немало спортсменов, являющиеся победителями международных соревнований. Также для зрителей и, конечно же, для юных спортсменов в рамках этого праздника борьбы был проведен мастер-класс от именитых спортсменов Хаджимурата Магомедова и Магомеда Азизова. А 10 марта «Триумф» стал местом проведения республиканского турнира по самбо на призы прославленного спортивного журналиста Вячеслава Степанова. Участие в уже 15-м розыгрыше данного турнира приняло 116 спортсменов, из которых 14 были представительницами прекрасной половины. Всего же было представлено 19 команд. Также участие на данном турнире принимали приглашенные спортсмены из Монголии, которые показали высокие результаты. По итогам данного соревнования была сформулирована команда, которая будет защищать честь республики на российских соревнованиях. Турнир развивается. Надо сказать, что с каждым годом он прибавляет как в количестве, так и в мастерстве. Мастерство действительно растет у нас, и даже по внешнему виду видно, что было 15 лет назад и что сейчас это совсем другая картина. Можно считать, что эта борьба самбо у нас в республике есть.
С 12 по 16 марта во Дворце спорта 50 лет Победы состоится чемпионат Республики Саха-Якутия по баскетболу. Чемпионат является отбором команд для участия в финальной части 6-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Предварительные заявки принимаются по телефону 34 17 08. Уважаемые любители вольной борьбы, с 14 по 16 марта в Центре спортивной подготовки «Триумф» состоится личный командный чемпионат Республики Саха-Якутия по вольной борьбе на призы Николая Николаевича Тарского. Чемпионат является отбором для участия в 6-х спортивных играх народов Республики Саха-Якутия. Начало предварительных встреч 15 марта в 9:00. Справки по телефону 34 17 08 33 23 45. С 14 по 16 марта в городе Якутске пройдет открытый чемпионат Дальневосточного федерального округа по пулевой стрельбе. Место проведения — спортивный зал ДЮСШ номер 5. Справки по телефону 8 914 281 89 94. А 17 марта в спортивном зале ДЮСШ номер 5 пройдет чемпионат Республики Саха-Якутия по пулевой стрельбе с пневматического оружия. Чемпионат является отборочным к 6-м спортивным играм народов Республики Саха-Якутия. Заявки по телефону 8 914 281 89 94. 19 марта в рамках фестиваля «Полюс холода-2014» в Якутии стартует спортивно-туристическое мероприятие «Ралли-рейд Полюс холода-2014» по маршруту город Якутск, поселок Амикон. Дополнительная информация на сайте offroad.ekt.ru и по телефону 8 914 111 23 82. С 29 по 31 марта во Дворце спорта 50 лет Победы состоится 10-й чемпионат и первенство Республики Саха-Якутия по фитнес-аэробике в зачет 6-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Открытие соревнований в 11:00. Заявки и справки по телефону 8 914 229 59 12, 8 914 280 88 96.